Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Испытано на себе» вновь решила посетить школу третьего возраста. Ведь для нас, как для зрителей, как для людей, кто снимает этот проект, очень важно найти интересных людей и интересное дело. Ну и, конечно, испытать это на себе. И сегодня я буду заниматься фитнес-дэнсом. Казалось бы, возможно, всем на слуху, да, это направление, но здесь оно происходит в определенном виде, ведь им занимаются люди пожилого возраста. И с ними работает замечательный тренер. Знакомьтесь, Раиса Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Раиса Ивановна, расскажите, пожалуйста, о вот таком танцевальном, да, направлении, чем занимаетесь вы, да, фитнес-дэнс. Что это такое? Фитнес – это физическое упражнение, где мы занимаемся, учим различные движения танцевальные. И в итоге у наших курсистов развивается координация, память, и физически уже более Активные становятся. Да, интересно, а вот вы сами как пришли в волонтерство? Потому что, напоминаем вам о том, что здесь работают, их называют обычно преподавателями, да, больше говорят волонтер, да? У вас тоже было танцевальное прошлое? Я преподаватель по хореографии. Вначале я закончила училище, а потом Хабаровский институт культуры хореограф. Работала... Так, проходите, если надо. Так. Работала вначале я в районном доме культуры, потом в музыкальной школе, затем в детском саду, когда переехала в город Якутск. То есть... потом, еще потом. когда вышла на пенсию, 2 года я сидела. Потом меня подруга посоветовала: давайте иди, и надо... Там можно фитнес-дэнс организовать, вести. Ну, я согласилась, и вот до сих пор 7 лет уже преподаю. То есть с танцем вы всю жизнь? Всю жизнь. Ну и вот, конечно, здесь, наверное, есть свои нюансы работы, да, ведь не все ваши ученицы порхают, да? Да. Вот с точки зрения хореографа, танец в достаточно зрелом возрасте, вот что может раскрыть в человеке? Человека вдохновить может вот этот танец. Более уверенными становятся, у них память развивается и координация. И приходят они с настроением. И уходят с настроением. И уходят с настроением. А вот самой старшей вашей ученице сколько лет? Ну, плюс-минус. 87. Вот здорово, да? А мужчины ходят к вам на танцы? У нас нет. У вас нет? А можно им приходить? Можно, наверное. Так, дорогие мужчины, кто сидит на пенсии, скучайте, приходите. Столько красавиц, столько эмоций. Ну а вот как проходят тренировки, мы узнаем прямо сейчас. Ну и, конечно, попробуем принять участие. Раиса Ивановна нам в этом поможет. Ну а девушки уже ждут нас в зале. Мы присоединяемся к ним. Испытано на себе.
Рецепт долголетия, в число которого входят разные виды физической активности, для каждого уникален. Пожилым людям, безусловно, подходят мягкие тренировки, но танцевальный формат все равно является особенным. Ведь именно с помощью танцев люди старшего возраста открывают дорогу к счастливой жизни, без проблем с памятью, координацией и с отличным качеством движения. Испытано на себе. После такой активной разминочки, Раиса Ивановна, что будем делать дальше? Сейчас будем учить линейные танцы. Вначале движения отдельно, без музыки учу. Закрепили, потом включаем музыку и под музыку начинаем учить. То есть основная задача этих занятий – это все-таки изучение танца? Да, изучение А какие танцы в основном изучаете? Ну, там не говорится, да, там. Ну, там такого нет, линейные. румба, ча-ча-ча, нет такого? Нет. А больше… Это бальные танцы. Ага, это другая история. Другая история. У А вас- тут линейные танцы. имеется в виду. А вот что можно получить, какие навыки, изучая линейный танец, да? Ну вот, допустим, ваши ученицы. Почему их так много? Значит, им нравится? Нравится, конечно. А, значит, они что-то приобретают? Худеют? Худеть можно здесь? Похудеть? За 2 раза занимается в неделю. Да, худеть нет, наверное. Нет, ага. Просто от них самих зависит, как будут худеть. Ну, можно здесь танец выучить, потом дома каждый день Да, танцевать да, и да, похудеть, да, тогда да, можно? да. Ну, а в целом все обучаемые. Бывает такое, что у вас, как у человека опытного, ну, вот бывает, говорят, медведь на ухо наступил, и не попадает, и не Но попадает. вначале бывают такие, которые очень долго учишь, но все равно потом начинает получается. И как будто я говорю им, лед тронулся. А, вот так, да? Да. Потому что ведь бывает же такое, что если не получается, люди сразу все бросают, да? Да. Тем более, допустим, когда, ну вот, хочу, хожу, Да, не да, хожу, да? Вы же от них сильно-то, наверное, не требуете, да? Но здесь, раз остается так много людей, значит, все-таки эффект… Это от человека зависит. Если у человека характер есть, если он хочет танцевать, он будет приходить каждый раз на занятия, не пропускать, тогда у нее получится. Все получится. Получится. Итак, сегодня в рамках проекта «Испытан на себе» мы постараемся вместе изучить линейный танец. Ну а вы, дорогие телезрители, можете попробовать сделать это в домашних условиях. А вдруг и вам это тоже понравится. Раиса Ивановна готова, наша большая команда готова, и мы начинаем. Да. Вначале стоим и при вступлении просто вот так такое движение делаем. Первое движение. 1 и 2 и 4 шага назад. В сторону, 4 шага вперед. Укол, 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 укол. И в повороте 8 шагов делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, такой простой танец. А, то есть тут помимо того, что надо координацию иметь хорошую, еще считать надо и слушать надо. Да, музыку слушать надо. Так, хорошо. А вы выступать ездите с ними куда-нибудь? С Да, девчатами? мы выступаем На сценах? на сцене. Ой, вот финальный результат всего, да, нужно быть настоящей звездой, можно стать, да? Да. Итак, ну поехали. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 4 шага вперед. 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. А сейчас под музыку попробуем. Хорошо. Так, сейчас Было, снимешь было. под музычку. Включай, ага. Вначале просто... Так, шевелимся просто. Два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, 2, 3,
И в повороте 8 шагов. 3, 4, 5, 6. И сначала. Раз, два. Назад. 4, 5, 6. Раз, два, три, 4. И в повороте. 5. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 4. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, упс. Раз, два, 3, 4, раз. Ой, опять? Что-то маленькое. 3, 4. Не спеша поворачиваемся. И раз, два. Простите. При повороте не спешим. Раз, два, 3, 4. Вот. Все. Все. Отлично. Так, ну смотрите, теперь я поняла суть линейного танца, то есть на этих кружках не заставляют придумывать, знаете, что-то невероятное, сложное. Выучили одно движение и на протяжении всего танца повторяем вот этот комплекс движений, и в принципе все у всех получается. Как вы видели, все работают синхронно, поэтому сразу же, конечно же, настроение появляется, потому что у всех все получается. То есть задача не сделать какой-то полноценный танец, там, где кто-то прыгает, бегает, крутится, вертится, да? Выучили немножечко. Да. Линейный танец чем отличается-то? Это человек один танцует независимо ни от кого. Ага. Сам один. Линия стоит и... А другие танцы же по парам надо танцевать, Да. и какой-то рисунок. А тут сами по себе. Ну и это такая ритмика, да? Да. Кардио нагрузка. Ты все время ходишь, что-то делаешь, дышишь, отдышка появляется. Чуть-чуть даже вспотела я немножечко, а значит, организм уже запустился. Но да? это очень спокойный танец, поэтому чуть-чуть вспотели. А, да? Если... А бывает у вас посерьезнее Ну, всё? конечно. А может, Мы даже попробуем? твист танцуем. Даже. Твист? Но это... Не для нашей передачи сегодня, видимо, да? Да. Так, ну а если что-то посложнее, допустим? Ну, вот? сейчас будет немножко, Давайте. да? Ага. Я Егорова Тамара Егоровна, мне 69 лет. Фитнесом я занимаюсь уже почти 9 лет. Ага, мне это занятие очень нравится с Раисой Ивановной. Мы получаем заряд энергии, оттачиваем движение в танце и очень хороший задор получаем. А в школе третьего возраста еще чем-нибудь занимаетесь? На другие секции ходите? Или только фитнес-дэнс? Здесь я хожу только фитнес-дэнс, но еще я занимаюсь танцами якутскими. Ага, это у нас ансамбль Алас Ахтылгана. А в целом вообще танец, вы в танец в каком возрасте пришли уже? Первый раз танцевать начали? Вот тогда 9 лет назад? Да, 9 лет назад. И вот сегодня Где-то в 60. вообще, если, допустим, для людей, кто вообще ни разу в жизни не танцевал, да, и вот сейчас посмотрит на вас, да, что дает танец вот в целом? Ой, танец дает бодрость, заряд энергии, оттачиваем движение и очень хорошо себя чувствуем. Тоже занятия такие с нагрузкой и получаем тоже заряд энергии. Испытано на себе. Пенсионный возраст не повод сидеть дома и скучать. Это доказывают наши героини, ученицы школы третьего возраста в Якутске. Приходя на занятия фитнес-дэнса, они получают положительные эмоции, помогают друг другу бороться со стрессом и чувством одиночества. Общение с единомышленниками, красивая ритмичная музыка, достижение порой даже маленьких результатов – вот их главный стимул к движению. Раз, два, три.
И в повороте только 4 шага делаем. До этого мы делали 8 шагов. Тут раз, два, три, 4. И идем туда. Смотрите на них и пошли вперед. Раз, два, 3, 4 в сторону. Раз, два, 3 в сторону. И шаги в сторону крестом. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, 3. Это вальсовый шаг называется. Раз, два, 3, 4. Еще раз давайте. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. В сторону шаг. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, хлопок. Раз, хлопок. Раз, два. И вперед идем. Раз, два, 3. Раз, два, 3. И 4 шага. Вперед пошли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. В сторону шаг. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Хлопки. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И вперед. Раз, два, 3. Раз, два, 3. И 4 шага. Понятно, да? Конечно. Понятно. Ага, Сейчас бы вспомнить еще все это. Ладно, понятно было. Пока зеркало видишь, все легче, да? Ага. Туда Включай. повернулся, все капут. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, Ой, 8. еще раз сначала. Музыку неправильно делал. Хореограф Ну, вот следит за это всем. Неправильно Отрежете, да, начали. ведь? Вот эту. Точно. Обрежем. Режете. Пропустили, да? Ага. И раз, два, 3, 4. 5, 6, 7, Сторону. 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, И хлопки. 8. Раз. И Раз, два, 3, 4. раз, два. 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Сторону. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз. Раз, два, 3, 4. Повороте. 5, 6, 7, И пошли. 8. Раз, два, 3 в сторону. 5, 6, 7, И в сторону. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, И 4. хлопки. Раз. Раз, два, 3, 4. И в повороте. 5, 6. 9, 7. Ой. Ой. Так. И хлопа. Раз. Во. Правильно. Раз, два, 3, 4. 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 Раз, два, 4. Я тут мимо. Пропусти один раз и все пойдет. Стало жарко. Четыре. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3. О, молодцы! А вот после такого танца стало еще жарче. Оказывается, правда говорят, что здесь каждый танец имеет, видимо, свою подвижность и свой вот какой-то заряд, да, энергетический. Ой, И- у нас еще такой танец, Мария Меренга, Вот так. которая... Не, маму Марию давайте, да? О, маму Лучше. Марию. Сейчас будет мама Мария. Полная. Оно не так уж... Открываются окна, все, сейчас
Сейчас что-то будет, я чувствую. Я с осени занимаюсь, очень нравится. Раиса Ивановна так хорошо учит. Мне нравится музыка, вот энергетика. Ну, вы так с душой танцуете, да? Да. А вы когда пришли сюда? Тоже с осени. Осенью. Первый год только занимаюсь. И очень классно. Классно? Ну вот после занятий какие уходите? Ну, с таким хорошим настроением, с таким задором уходим и ждем следующей тренировки, следующее занятие. Ага, так, хорошо. А вот хотели бы выступить на сцене? Вот все-таки финальный этап, это же закончить, поставить танец и выйти на сцену. Хотели бы побывать в качестве профессионального практически танцора? А, вы уже танцевали? Но это стесняюсь очень. Стесняетесь. Ну, это получается, вы пришли осенью и уже на сцене танцевали? Да. То есть костюмы, все у вас? Да. Это после Нового года, дети. В домах Новый год, престарелых, да. в Капитоновке, гастроли бывают. Кто приглашает, мы сразу Соглашаетесь? Соглашаемся. Ага. И Раиса каково Ивановна. это? Волнительно танцевать? на сцене? Волнительно, очень. Переживаете? Да? Ну и, наверное, близкие вас поддерживают. Что родственники говорят про ваши занятия? На семейных мероприятиях танцуете? Очень поддерживают. Даже сходите. Я с хорошим настроением прихожу, поэтому сегодня фитнес будет, сходите, я с таким хорошим настроением прихожу. А еще на какие-нибудь секции в школе третьего возраста посещаете что-нибудь еще? Я посещаю. Вы куда ходите еще? Я на йогу. Йога. Посещаю, и еще по субботам, воскресеньям лечебную физкультуру. Вот так. А вы? Я вязание и со школ. Вот так вот. Хорошо. Испытано на себе. И вот руки у нас, вот эта рука вот здесь. Раз, два, три, четыре. 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 А теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Теперь шаги в сторону. Лучше вы чуть-чуть назад, да? Хорошо, давайте. И раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Руки вот. Сделали так. И поворот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага. И сначала. Раз, два. Повторяем 3, вот это. 4. 5, 6, 7. Раз, два, три, четыре. И пальцем показываем. 8. И рукой. И раскрутим. 3, 4. Раз, два, три, четыре. А теперь шаги в сторону. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворот, хлоп, поворот, хлоп. Это первая часть. Первая часть. Начинается. Это А говорят, теперь первая вторая часть. Ага. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Спокойно 8, 8 счетов бедрами качаем. А теперь в сторону зеркала шаги. Раз, два, три, четыре и обратно. Опять же поворот, как сейчас сделали, в сторону. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. А теперь раз, два, три, четыре, 5, 6. Два раза такой шаг, а теперь с рукой. Раз, в сторону шаг, и диагональ. Диагонально шаг сделали и круговое движение рук. И опять же повторяем. 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Вот этого движения сейчас не будет. У нас идет. А мы же забыли вот это движение. И никто не вспомнил. Ну ладно. Да.
всё на Раз, ходу, без два, музыки, 3, конечно. 4, 5, 6, 7, 8 поворот делали. И никто не вспомнил. Раз, два, 3, 4, Кто-то 5, вспомнил, 6, побоялся 7, сказать вам. 8. Так, Раз, два, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше идет раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всё? Под музыку повторим, да? Повторяем под музыку. А как же можно отказать тут? Я что, здесь зря сегодня занималась? Да сейчас как станцуем? Ну ладно, на меня вы сильно не смотрите, товарищи, потому что все-таки у меня сегодня первый опыт изучения этого танца. А вот как танцуют ученицы Раисы Ивановны, увидите прямо сейчас. Все, я вот Всё. здесь чуть подальше стану. Да, да. Говорят, так, пошли. Энергичный танец, так понимаю. Так вот еще, оказывается. В диагонали. А, вот, вспомнили. Ай, мило. Я за вами. А, это мы уходим со сцены Да. тогда? Мы на сцене танцевали этот танец. Все понятно. Отработано все, да? Интересно. Сейчас, конечно, хотелось бы пообщаться с уважаемыми дамами и Это узнать, китайская баба, да? какие же эмоции все-таки вызывает у человека занятие фитнес-танцем в школе 3-го возраста и вообще зачем они посещают подобные занятия. Испытано на себе. Тоня занимается у нас 4-й год. Как она пришла, я ей говорю, ты бегунья, да? А она, оказывается, занимается чем? Силовым фитнесом. В тренажерный зал хожу.
Качок. Вы качок? Я качок. Вот так вот, посмотрите, здесь у нас качок. По ее фигуре не скажешь даже, что здесь тяжелые веса поднимаете, да? Да. Вот так вот. А как это так? Тяжелые веса и танец. Ну, Что потому что объединяет вас? я очень люблю танцевать, поэтому здесь такая дружеская атмосфера. Спорт — это движение, и стимул к жизни и так далее. Вот. Ну и самое главное, что я люблю танцевать. Первый раз я услышала про школу 3-го возраста в новостях. Увидела, Раиса Ивановна давала интервью, и девочки танцевали. Вот. А одно время я ходила на зумбу. Я посмотрела, и мне показалось очень похоже на линейные танцы, похоже на зумбу. Поэтому, оказывается, я туда хочу. И пришла, и все, и так и хожу постоянно. А если в целом сказать, вот ваш секрет долголетия, вот что нужно делать для того, чтобы жить долго, жить весело и получать вот от жизни большое удовольствие? Ну, во-первых, правильно питаться. Во-вторых, заниматься спортом каким-никаким. Сейчас же много, и ходьба, и залы, и фитнесы, и йоги, и пилатесы. И поэтому, когда человек первый раз пришел заниматься, и уже организм этого требует, и уже не пропускаешь, и уже как бы... смысл жизни такой получается. А вот когда вы ходите в спортзал, допустим, да, вот в тренажерный зал, вы говорите, да? 3 раза в неделю. 3 раза в неделю ходите? Понедельник, среда, пятница. И вот как окружающие смотрят на вас? Там же, наверное, больше-то молодежи, да? Больше молодежи, да. Мне 70 лет, поэтому, конечно, они сначала приходят в шок, что женщина столько лет, Да, что вы тут делаете? Что вы тут делаете? А потом, конечно, как бы восхищение, может, какой-то стимул появляется, конечно, вот, не знаю, вот так. Так вот, да. Все, спасибо большое. Меня зовут Татьяна Афанасьевна Кычкина. Я в этой группе уже какого года? 9-го года. Уже 6-7 год. 6-й. Ага. Мне здесь очень нравится. Здесь коллектив очень хороший. Костяк ходит здесь. Но новенькие очень много приходят. Осенью вообще много бывает здесь. Здесь у нас атмосфера такая веселая. И мы тут заряжаемся на целый день, как бы, да. Но и неделю только 2 раза. Но еще дополнительно я хожу на растяжку. Еще и на растяжку ходите. Так, а свой возраст скрываете или нет? Нет, мне 66 лет. 66 лет. А вот вас называют здесь самой задорной, самой зажигательной. А вот вы всю жизнь были такими, да? Или вот все-таки, когда на пенсию ушли, как-то нашли себя в танце и вот здесь отдыхаете душой и телом? Да нет, я везде так. И сейчас до сих пор даже мои одноклассники тоже так и думают. Только я тут первая тоже собираю. А в танце всегда были? Танец все время присутствовал в вашей жизни или только вот недавно? Нет, танцы, я вообще люблю танцевать. И музыка, главное, расслабление. Вот это восприятие и движение, это очень такое расслабление такое. И задор, и заряд бодрости берешь. И я всегда так дома тоже так же могу убираться, тоже только под музыку. Только под музыку. У меня Лиса включает, и я убираю дом. То есть ваш секрет хорошего настроения – это музыка, да? Да. Все делать с музыкой? Да. И улыбаться? Да. На 32 зуба. Все отлично. Танцевать можно в любом возрасте. Это прекрасный способ зарядиться энергией, хорошим настроением и позитивом. Даже если вы никогда не танцевали, никогда не поздно начать. Движение – это жизнь, а музыка и танец ее продлевают. А вот если добавить сюда немного вокала, тогда мы точно получим эликсир долголетия. Ученые выяснили, что люди, поющие хором с удовольствием, намного реже болеют инфекционными заболеваниями, почти не страдают депрессиями и другими психоэмоциональными нарушениями. У них уменьшается уровень тревожности и раздражительности.
Вот, знаете, глядя на эти потрясающие танцы, действительно не задумываешься, кому сколько лет. А ведь возраст здесь не важен, потому что танец окрыляет. И счастливые лица людей – это главный тому показатель. И вот сейчас все отдышатся, попьют водички, отдохнут, а потом вновь впустятся в этот танец. И, конечно, это не может радовать, потому что люди нашли себя, люди отдыхают, получают эмоции, общаются, ну а самое главное, живут радостно и счастливо. Испытано на себе. Пелагея Юрьевна, вот вы отметили, что у вас 30, да, кружков, и, соответственно, наверное, в ближайшем, ну вот самое модное, допустим, например, самое последнее, что вы открыли, и прям пожилые люди сразу схватили и сказали «наше». Из последних таких. Ну, из последних как раз вот гимнастика для мозга, потому что постковидная ситуация у нас, ну, все равно она влияет на наше здоровье. И вот кабинет у нас открылся, да, мы выиграли грант главы и оснастили, вот хоть и маленький, но очень полезный кабинет, а он называется у нас сенсорный кабинет «Незабудка», да. Здесь занятия совершенно бесплатно проводит профессиональный психолог, поэтому по записи групповые или личные бывают. То есть в целом, да, у вас жизнь кипит здесь целый рабочий день. Да. То есть, условно, человек, который приходит к вам, он же может быть посещать и все секции. То есть целый день проводить здесь, получать от этого пользу, и психологии, и английский, и вышивать, и танцевать, и спортом заниматься, и уходить вечером домой уставшим, оздоровленным, полностью удовлетворенным в общении, чего часто не хватает пожилым людям, да. Поэтому в целом жизнь здесь кипит целый день, да, и 5 дней в неделю. Нет, все 7. 7 дней в неделю даже, представляете? У нас даже не хватает помещений, потому что у меня расписание полностью плотное, каждый час, и там остается для проветривания 15 минут, допустим, да. Некоторые кружки у нас занимаются вот смарт-библиотеки 203 мы вот проводим, и вот рядышком тоже библиотека Белинского проводится. Еще не хватило в этом году и в прошлом году, поэтому мы еще попросились на Курашова 24, на воскресенье нам вот дали тоже время 2 часа. Вот так. Но мы знаем, что в скором времени есть такой проект, что у вас появится свое собственное здание. Вы все его ждете? Очень ждем, конечно, и надеемся, что точку поставят, и в этом году мы переедем. И у нас будет прекрасное новоселье. Вот так. Мы не перестаем говорить о том, что движение – это жизнь. И если вы желаете найти себя в танце, возраст тому не помеха. Приходите в школу 3-го возраста, вам тут будут рады. На этом у нас все. Увидимся. До новых встреч. Испытано.